Всем привет! 9:30. Начинаю прямой эфир. Каждый день у меня прямой эфир с 9:30. Это 15:30 по московскому времени. Пользуясь карантином, да, просто так не сидим, работаем, трудимся, вещаем. О чем мы будем сегодня говорить? Будем говорить о здоровье. О здоровье. Так, с помощью, какие люди получают результаты по здоровью, используя наши любимые продукты компании Best Biopic. Это Elevate утренний завтрак. Привет всем, привет. Полностью натуральный состав из растений. Это кальций из острова Окинава, поздний ужин, Accelerate. Так, еще у нас есть сыворотка для кожи и для детей. Вот такие у нас продукты. И люди получают очень хорошие результаты, можно сказать, даже ошеломительные. Я сначала, как и все, не верила и получила очень хорошие результаты. Но сегодня не обо мне, не о моих результатах. Сегодня у меня в гостях член нашей команды «Успех вместе Якутск», ученица Академии «Успех вместе» Валентина Фролова с города Якутска поделится со своими результатами. Приглашаю. Ждем. Здорово. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас, секундочку, немножечко У настроим. меня эхо слышно? Тебя я слышу хорошо. Как? Напишите, пожалуйста. У меня фонит. Фонит, да? У меня все отлично, и тебя хорошо слышу. Ну, давайте начнем. Угу. Ты же будешь рассказывать в основном. Поэтому у тебя я хорошо слышу. Я тебя тоже хорошо слышу. Угу. Начинаем, да? Ну, еще раз всем добрый вечер. Мне так приятно, что ты меня, Верочка, пригласила. Прям вот спасибо большое. Я тоже воздушный поцелуй. Соскучилась очень я по всем. Хочется уже не онлайн встречаться, а офлайн. Прям ко всем прижаться хочется, пообниматься уже с вами. Вот, в общем, ну, конечно, скучаю сильно. С одной стороны, скучать некогда, с другой стороны, вот уже хочется увидеть их. Ну, о своих результатах. Я долго не верила, конечно, в эти капсулы. Да, тем более я была на тот момент, когда меня познакомили с ними, я на тот момент была в российской компании держателем пункта выдачи. В общем, там, ну, крутой такой, так скажем, уже состоявшийся в компании член российской компании. И у нас была там такая, в общем, как бы практика, да, мы говорили, то есть вот когда приглашали новичков, там проводили мастер-классы разные там, да, и знакомились с нашей продукцией, а у нас там очень много было, ну, есть продукция, она есть компания эта. И мы всегда говорили, ну вот надо же поддерживать, мол, российского производителя, да, и как бы это самое там, вот что вы там все куда-то там в Америку, там в Швейцарию, типа, да, вот разных же компаний много же, вот, вот что вы их там куда-то, надо российских пенсионеров кормить. Ну и говорили, мол, ну а если что-то там еще американское, там типа Америку поддерживаете, значит, да, там они на нас что, с ружом идут, и всякую такую белиберду несли, убеждали людей, чтобы они пользовались нашей продукцией. Ну, естественно, я тоже, я же как патриот России, значит, да что-то я буду там с Америкой связываться и прочее. И от этих капсул я отбрыкивалась. Но у меня вот в 2018 году как раз был такой какой-то тяжелый год, в общем, там было много неприятностей, как бы, ну, таких вот по здоровью, так скажем, да.
Ну, естественно, если здоровье никакое, то и бизнес потом уже начинает немножечко как-то... Ну, если нет сил, настроения, то и, ну, естественно, то везде все плохо получается. Вот. Ну, и тут мне говорят с этими капсулами, говорят, да отвалите вы от меня, там, типа, наркотики какие-то мне подсовываете. Вот. Потом все-таки мне подруга моя с Бурятии, она говорит, ты попробуй. Ты вот, я знаю, что у тебя сейчас вот такой вот период, у тебя такое настроение паршивое, значит, там никакое. Ты попробуй. Я, ну, как бы, да отстань ты, еще такие бешеные деньги платить я буду. Да ты что? Говорю, да у меня вот, мол, бизнес, да, как бы, есть куда деньги влаживать, и ипотека, и прочее, прочее, как бы там, да. В общем, она настояла, я решила попробовать. Выписала, ну, как я выписывала еще, значит, да, она вообще мне говорит, ну, ты вот зарегистрируйся, там, приведи 4. Я привела 4, вернее, 3, 4 она мне дала. В общем, смотрю, мне там денежки, вот эти доллары упали, думаю, о, ничего себе, как здорово. Я на эти денежки себе заказала уже капсулы. Ну, естественно, здесь, в общем, я честно ждала, здесь я ни у кого ничего не могла найти, я даже не знала, что, ну, тот человек, который здесь в Якутске мне предлагал, я к нему обратилась, он говорит, у меня нету. Ну, с такой обидой еще он обиделся на меня, что я вот куда-то там зарегистрировалась, он меня звал, а я вот не пошла, следом за ним. Ну, и вот так вот, короче, это самое. В общем, дождалась я капсулы и начала пить. Сначала я начала, значит, делить их, потому что я гипертоник, как бы она меня, Лариса моя, предупредила, что смотри, там могут быть обострения, чтобы не было обострений, ты вот делай так-то, так-то. В общем, как бы все рассказала мне эту инструкцию. Вы не поверите, какая у меня была реакция. Это было, значит, конец августа, начало сентября. У меня свой дом, свой огород, уборка урожая. Вот, я, если честно сказать, что много лет назад была болячка серьезная у меня, и как бы я в огород старалась не ходить, да, то есть это физический труд там какой-то там, да, я его, ну, боялась просто, да, потому что если немножко поработаю, у меня подпрыгивает давление, у меня начинает все болеть, и, ну, и как бы, в общем, моя семья там сидела, я только по кухне дежурной была. Вот, ну, а тут я, значит, выпиваю эту капсулку, ну, не целиком, как бы я там делю ее, да, мне так захотелось работать физически. Мне прямо, знаете, вот не поверите, мне прямо в огород такая тяга пошла. Да ё-моё, что такое происходит? Я пошла убирать картошку вместе со своей семьей. Они, дети на меня, значит, ты сейчас на гломку поработаешь, потом тебе скорую вызывать, иди с огорода, выгоняет меня. Я говорю, ну ладно, я буду вам хоть подкапывать, да, взяла вилы в руки, значит, уже каждый куст подкапываю. И смотрю, у меня молодежь-то уже после обеда, значит, уже ближе к вечеру, молодежь, что меня уже от усталости, уже там все такие поникли все, а мне-то еще хочется шевелиться. И я им такая говорю, дочь меня спрашивает, мам, ты что это? Я говорю, ну вот я выпила вот немножечко эту капсулку. Она говорит, мама, это наркотик. Зять тоже на меня, ты что там, что-то проглотила сейчас? Честно сказать, да, у меня было такое впечатление, тоже самой сложилось. Ну да, это что-то не то. На следующий день я, знаете, решила все-таки, ну ладно, раз я начала, значит, я послушаю все-таки Ларису. И таким образом, как бы я потихонечку, где-то, наверное, с неделю так, да, может, чуть больше. Потом я куда-то спешила, торопилась. Делить мне было совершенно некогда эту капсулу. Я утром проснулась, надо было куда-то рано убежать. Я, значит, взяла, целиком проглотила. И еду в машине за рулем и думаю, ну все, точно наркотики. Сейчас интересно, что со мной будет? Сейчас у меня начнется там какие-то все сразу же обострения. В общем, я собирала, вот в голове мысли были, да, такие, вообще черти чего, каша какая-то. Но к вечеру все было хорошо, все отлично, я вообще не устала, еще домой пришла, значит, ну как бы целый день там в офисе у себя отработала с людьми, там, и это самое, и вечером домой еще пришла, мне прям хочется шевелиться. В общем, я была вообще в таком шоке от этих капсул, да, в общем, потихонечку начала пить, потом у меня начались обострения. Я так испугалась, вы не поверите. Когда у меня посреди ночи я проснулась и чуть не захлебнулась собственным желудочным соком, то есть у меня почему-то все пошло, стало выходить вот как бы это самое, да, и какая-то горечь, и вообще кислота. Я дня 4 вообще в рот ничего не могла брать. Звоню своей Ларисе и говорю, ты мне какую-то отраву подсунула, у меня с желудком непонятно, что творится. Она говорит, ну, значит, эта капсула нашла твою болячку.
В общем, я перетерпела, потом, да, действительно, потом стало как-то хорошо моментально, да, и она говорит, ну, там, попей какие-то, значит, таблетки, там, что-то, какое-то лекарство, чтобы успокоить. Я ничего не стала пить, я перетерпела, продолжала пить эти капсулы. И вы не поверите, я в них влюбилась. У меня действительно появилась энергия, мне стало так классно, ну, периодически где-то что-то воспалялось, болело там, да, ну, как-то это самое, вообще-то, вот, я в них влюбилась, реально прямо, да. Потом появились вот ночные. Сначала же были утренние только, потом ночные появились. Я вот, вы знаете, вот у меня вот все, это вот все мое, да, я прямо вот так вот покажу, я говорю, я во все это влюблена. И в детские теперь я тоже прямо влюбилась. И стала я и внукам своим, как бы тоже выписываю для них, они что пили тоже. Ну, конечно, они меня там где-то пропускают, вспоминают, забывают, потом опять начинают. Потом у меня заболел внук. Я про его болячку очень много почитала и тоже, в общем, давай настаивать на том, что чтобы, ну, чтобы он тоже пил. И у него в один прекрасный момент тоже началось обострение опять вот его болячки. Это родители его испугались. Значит, как бы это самое, ой, не надо, не надо. Ну и опять, значит, они в больницу на лекарства. Конечно, мы с ними тут поспорили много. Но, тем не менее, в общем, я потом решила, ладно, пусть он тогда ЛФ не пьет, а пьет ацеллер. И, ну, знаете, тоже мальчишка такой, да, то вспомнит, то забудет, ну, вот так вот, но потихонечку все равно пьет. В общем, знаете, мы остались довольными этими капсулами. Все хорошо, все прекрасно, все здорово. Так что, ну, вот так вот. А у него серьезный же А у него серьезный же диагноз. Да, у него геморрагический васкулит. Вот они в конце января, весь февраль практически они были в Питере на обследовании, он лежал в клинике. Вот, потому что болячка до конца не обследована, в общем, неизвестно, что, ну, как бы на какой орган может дать осложнение. Думали на почки, но сделали обследование, брали биопсию, в общем, почки, вот как бы все хорошо. Вот. Ну, приехали, он собрался в школу, несколько дней походил, и тут вот началось вот карантин и прочее, прочее. Сейчас вот сидят все за компьютером, все на удаленке работают, обучаются. Но теперь уже ворчит, что школу хочет. Как-то вот так. Вот. Ну, что еще рассказать? У тебя сама какие... Ой, ну меня, я говорю, я как-то стала, я очень-очень редко, у меня бывает еще такое, что давление поднимается, да, но как-то очень редко теперь уже стало, да, если я было часто, один период был такой, что, можно сказать, что скорая от меня не вылазила, да, постоянно вызывали скорую. У меня такие были страшные головные боли, у меня был страшный остеохондроз. Я 8 лет назад на фоне остеохондроза попала в реанимацию. У меня были такие страшные головокружения, я пешком вообще ходить не могла. Самое смешное, что за рулем я ездила, хорошо себя чувствовала. А если выходила из машины, шла пешком, то всегда, знаете, у меня было такое, что прежде чем сделать шаг, мне нужно как бы настроиться, да? Куда поставить ногу, как правильно ее поставить, чтобы, не дай бог, опять у меня головокружения начались. А головокружения были такие, знаете, как я постоянно каталась на карусели. Поэтому вот я говорю, это все вот из-за остеохондроза. То есть у меня там где-то в воротниковой зоне где-то там воспалялось у меня, все, видать, пережимала какой-то сосуд. И я недавно что-то вот вспомнила, да, я как-то, наверное, полгода назад, может быть, чуть меньше, я наводила порядок в стенке. И вы не поверите, да, я когда уже все это выбросила, все лекарства, я, наверное, вот вы знаете, вот пакет такой, хороший пакет, да, я вот лекарства повыкидывала, у меня там чего только не было, там и гипертонии, и там и сосудистые какие-то, там, в общем, вы знаете, и по ЖКТ, ну, вот, я, говорю, целый пакет собрала, выкинула, у меня свой дом, значит, мы мусор сжигаем, я в этот самый в бочку кинула этот мусор, подожгла, а потом такая думаю, о, зачем я это сделала? Надо было сфотографировать, снять, что посмотрите, сколько я пила, а сейчас я пью всего лишь вот капсулку утром и 2 вечером, да, на ночь, и чувствую себя прекрасно. В общем, я говорю, я очень мало, у меня теперь практически, вы знаете, вот там, ну, наверное, не знаю, маленькая коробочка, там какие-то обезболивающие, может, лежат, шприцы остались, то, что я постоянно раньше на уколы вот ходила там. Ну вот и все, практически там ничего такого нет. Так что вот я говорю, я просто... Вес я поначалу, я, конечно, потеряла вес. Какой вес потеряла? У меня ушла отечность, я очень страшно отекала.
У меня не сгибались пальцы от отечности, мне писать ручкой было тяжело, и поэтому я вот только работала на компьютере, если что-то это самое. Но так как у меня работа все равно была бумажная, то есть, ну, бизнес, он и есть бизнес, да, где-то все равно надо что-то заполнять, потом с людьми работала, вот я, да, какие-то надо было документацию вести, и я вот, если ручку в руки я брала, то для меня это было, вы знаете, просто болезненно. Работала только на компьютере, старалась делать, там вот только подпись поставлю, печать поставлю и как бы отправляла документы. Ну, вот так вот как-то, да, утром просыпалась, и прежде чем встать, я не знаю, там, ну, по полчаса, а то и больше, вот лежала, разминала себя всю. Шею свою, руки, вот ноги, прямо все это вот крутила, вертела, всякими правдами и неправдами, вот только поднималась. Вечно болела, сныла спина. Сейчас вот как-то со всем этим вот я... Ну, вот, и потом у меня, вы знаете, был нарушен сон. Тоже многолетняя посменная работа. И страшно нарушен сон был, да, то есть я ночами вообще плохо спала. Сейчас не поверите, время 11-12 часов меня, вы знаете, рубит, как не знаю, что. Мне ли только до подушки добраться. Сплю хороший крепкий сон, просыпаюсь прямо вообще с настроением. Вы знаете, хочется сделать потягушечки и сказать: Господи, я тебя благодарю за то, что все так вот случилось. Так что вот. Ты говорила, что у тебя дыхание мало. У меня рука вообще не поднималась. Вы знаете, я вот разными аппаратами, препаратами, мазями, чем-то чуть-чуть я не делала. Я приходила домой, вот чтобы, вот, например, снять вот кофточку, как-то вот так вот руки взять, поднять, да, и для меня вот рука, это было вообще что-то невыносимое, да. Я всегда просила: помогите. Вот. А сейчас, вот вы не поверите, вот я рукой загибаю ее, вот кручу, верчу, и пальчики мои уже как бы вот работают. То, что я говорю раньше, я говорю, если мне было тяжело, вот были вечно отечные. Это вот мой вес, да, то есть я вернусь к тому, что вот я, ну, как бы, я так обрадовалась, думаю: ой, я похудела, ничего себе, да, я постройнела, я скинула. Нет, вес мой, ну, как бы, отечность ушла, естественно, значит, да, вот это вот. Я как-то встал вес, да, вот, я не поправляюсь и не худею, я в одном вот стою, да, ну, видать, это мое, наверное, пока, да, ну, я надеюсь, что я еще скину. В объемах я уменьшилась, а вес вот как сталось, так и стоит. Есть, знаете, вот я еще что заметила, что я же много лет за рулем ездила, да, и я думала, такие буду ездить, наверное, дальше, да, но, знаете, когда вот я начала пить капсулу, у меня появилось желание ходить пешком. Я сейчас вот утром, например, вот завтра утром мне рано на работу, да, я встану и пойду пешком большое расстояние. Вот есть рядышком остановка рядом с домом, но я пойду на другую остановку, потому что мне почему-то мне доставляет это удовольствие ходить пешком. Теперь я прямо иду и наслаждаюсь. Дышу воздухом, особенно утренним, так классно. В общем, настроение сейчас у меня, я говорю, отличное просто, да, хочется шевелиться. Он Зоя пишет, значит, внутри работают капсулы. Да, внутри очень, потому что я даже вот чувствую, что вот у меня же ЖКТ, тоже были проблемы страшные такие, да. Ужасные запоры. Запоры у меня начались у дочери моей уже больше 30 лет, да, вот я ее как родила, и вот эти вот мои запоры, они меня изводили до такой степени, что, вы знаете, а боли кошмарные, какие были в заднем проходе, это было что-то. Особенно последние года я просыпалась, я чуть ли не каждую ночь просыпалась от того, что у меня вот болит все. Мне не помогали ни свечи, ничего. Я прообращалась к проктологу, мне там, значит, должны были вот направить на обследование, но получилось так, что я пришла на обследование, аппарат не работает, и отложили на, там, не помню, на какой-то срок, короче, пока. В общем, я все ждала звонка, когда будет звонок, значит, чтобы мне прийти обследоваться. Так я ничего не дождалась, и, в общем, я, если честно сказать, больше не обращалась то же самое. Но я, понимаете, что сейчас вот то, что каждое утро я нормально иду в туалет, и по большому, и по маленькому, и все у меня... Вот то, я говорю, вот сказка, просто сказка. То, что я сейчас вот живу, то есть жизнь, вот не зря говорят, жизнь при жизни. Вот, так что вот так вот. Но бизнес, если честно сказать, ну, так скажем, как бы я не очень пока его еще развиваю, да, потому что, наверное, я работаю сейчас... вот еще хочу сказать, что, то есть, когда я уходила в сетевой в 2013 году, да, я ушла, можно сказать, что я по
состоянию здоровья ушла. Потому что, я говорю, у меня вот тогда была посменная работа, и я когда, если я в дневную смену я еще уходила, мой организм переносил нормально, но в ночную смену почему-то он у меня сопротивлялся. Ведь уже, я не знаю почему, если я уходила, все было нормально, да, то есть если самочувствие хорошее, то ночью обязательно какая-нибудь болячка у меня приключалась. Или у меня давление подпрыгивало, или у меня что-то вот с желудком, или с кишечником, в общем, что-то, какие-то проблемы были. И часто зять приезжал за мной на работу, можно сказать, что он меня выносил на руках, садил в машину, привозил домой, вызывали скорую. И вот так вот было. И я, короче, ухожу в сетевой бизнес. Мне племянница познакомила меня с Фаберликами, я ушла, значит, вот в нашу вот российскую компанию. В общем-то, можно говорить, сказать, что это по состоянию здоровья. Все было хорошо, конечно, в компании в нашей, она хорошая, она развивается, она все хорошо, но на одно время как-то ее начало немножечко потряхивать. А у меня ипотека. И я начала немножечко как-то паниковать, что вдруг получится так, что мне нечем будет платить ипотеку. А так как я человек такой обязательный, я не люблю, когда там у меня какие-то просрочки или еще что-то такое, я начала себе искать подработку какую-то. Ну, в общем, получилось так, что я закрыла пункт выдачи и вышла аж на 2 работы. То есть вот мне мой организм теперь выдерживает ночные смены, я работаю по 2 суток на одной работе, потом еду на 2 работу. И я говорю, я благодарю свои капсулы, вот эту зиму я выдержала вообще. У меня даже молодежь мои, да вот, ну, кто с кем я работаю, они говорят: Валентина Ивановна, как это так? Вы типа вот с одной работы на 2 работу, и вы прямо тут, ну, там, шутишь, смеешься с ними, да, то есть вот целый день еще как бы это, и в ночь еще остаешься. И они, ну, я говорю, молодежь намного младше меня, они такие к вечеру все сидят, там головы опустят, уже, ой, скорее вы домой. Я говорю, а мне хорошо. И они в шоке, ну, как вы так выдерживаете? Я им рассказываю про эти капсулы, они не верят. Ну, я говорю, ну, ладно, ну, не верьте, не надо, значит, вас еще не прижало. Поэтому я, когда начала предлагать уже, да, то есть мне же хорошо стало, мне же надо всем рассказать. И мои кто-то поверил, кто-то вот идет за мной, да, и, ну, как бы у меня там хорошая команда тоже собралась. Но, знаете, люди как... Вы все, наверное, да, мы все сталкивались, и вы, наверное, тоже, да, с тем, что а сколько надо их потреблять, а как часто, а много ли, да, и вот, ну, и прочие такие вот вопросы, как все задают. И многие у меня уже, так скажем, сдулись. Но все за мной наблюдают, все наблюдают. И я им, ну, как бы всем говорю, там, ручкой машу, ну, что, как вы там, они... Ты, мол, это сама не сдаешься? Я говорю, нет, я почему должна сдаваться? Я, ну, то есть ты упорно там, да, продолжаешь. Я говорю, конечно, потому что это мое здоровье, мне хорошо, и я вот наслаждаюсь просто. Ты, наверное, все-таки подсела на наркотики, поэтому ты не можешь отказаться. Я говорю, да, это наркотики, потому что это мое здоровье. Ну, вот так вот как-то все так вот происходит. Вот. Так, Ну, теперь давайте про академию. про что? Про академию. Про академию, но в академии бываю, я ее, как правило, смотрю в архиве. Почему? Потому что вот на одной работе у меня там вообще интернет 0, там даже вот WhatsApp не всегда грузится, да, и поэтому мне так обидно бывает, что я не сама. Зато я утром выхожу, я наушник в ухо, села в автобус, еду почти час и слушаю. И, ну, то есть вот приходится в архиве, конечно, да, то есть вот смотреть. Но ничего, вот так вот смотрю. Одно время было такое, что почему-то она меня раздражала, да, вот я, то есть я включаю, и у меня какое-то идет раздражение такое, да. Шаура, я вообще, когда первый раз я его услышала, я же тогда была, ну, как бы, старший директор в компании какой-то, да, я такая взрослая тетка, тут... Конечно, я же все знала, я же прошла тренинги, я же прошла там такие форумы, ездила, смотрела, да, в Турции была, там за границей ездила. А тут, значит, какой-то пацан, ровесник моего сына, на год старше буквально на моего сына, да, стоит на сцене первый раз, когда он сюда приехал, я все-таки пошла. Мне же подарили билет, вот, я пошла, сходила, значит, да, и он там на сцене, мне там что-то такое, можно сказать, там завирает, втирает, думаю, да, ну, что-то, про что-то мне такое тут рассказывать, непонятно что. Ой, я не поверила. Вот, и, да, пацан тут, типа, грузит, лапшу на уши вешает, и с таким как-то вышло. Но в голове засела, вот честно говорю, засела в голове. Я, конечно, своей подруге Ларисе тоже говорю, ты знаешь, я говорю, да, твой Шаур, это так себе какой-то там
Сейчас даже смешно самой становится. Но когда он приехал второй раз, я пошла, и я отсидела честно, все выслушала, все послушала. Потому что он все равно зацепил. Он зацепил меня, конечно, здорово. И «Академию успеть вместе» я тоже долго поначалу не могла смотреть. Почему-то не то, что раздражение было, а я, видать, недопонимала, что ли. Как-то он меня не цеплял. Вот именно вот, да, вот, когда вот я в прямом эфире, он, да, меня что-то не цеплял. Я потом думаю, так, давай я буду смотреть в архиве. В архиве начала смотреть, мне стало интересно потом уже онлайн его смотреть. И я вот, когда есть у меня возможность, я, конечно, уже слушаю его, смотрю, иногда там что-нибудь комментирую. Вот. Ну, а так вообще, ну, да, и вот ну, и сейчас вот то, что я говорю, получается, что все равно в архиве смотрю. Очень нравится мне Надежда, прямо слушаешь ее, вот, она рассказывает, когда она говорит, вот прямо как песня, да, Николай Турушев, прямо вот, вы знаете, тоже душа радуется. Его когда видишь и слышишь его, да, такой приятный голос, ну, классно, конечно, хорошо. Мышление, конечно, меняется уже как-то, уже на мир, на людей смотришь по-другому совершенно. Теперь про Иркутске. Еще раз? Плохо, что фонитом. Так, про Иркутский Ленин, Байкал. Ой, ну это вообще, ну на Байкал я, конечно, не попала, да, как-то не до Байкала было. Вот, как-то мы неправильно немножечко поехали. Но ничего, это был у нас такой была первая поездка такая, да, мы в следующий раз будет все по-другому, конечно, уже, то есть мы уже распланируем по-другому уже все время наше. А так я хочу сказать, что у меня вообще шикарные впечатления остались, да, от того, что от нас поехала большая компания все-таки, да, нас было много с Якутска, было здорово вообще. У меня до сих пор еще, я даже вот иногда такое вспоминаю, или фотографии просматриваю, думаю, ой, ну что-то как-то мало было, всего 3 дня. Но все равно, вы знаете, они такие были насыщенные, эти 3 дня, это была просто вот сказка, да, перезнакомились со многими там. Впечатлений, конечно, куча. Я говорю, я до сих пор еще вот уже... Так, что прошло уже 2 месяца, да? Да, больше 2. И все равно уже прям, ну, все равно как-то вспоминается, и хочется еще, я прямо жду, чтобы куда-нибудь еще на какой-нибудь тренинг такой поехать. Мне понравилось очень, конечно. Было здорово. Было много знакомств, вообще классно было, конечно. Вот эта встреча в кафе прямо вообще такая зажигательная, да, вообще здорово нас, конечно, там встретили, конечно, угощали, вообще классно. Зоя пишет, Иркутск огонь. Вот у меня моя компаньонка Зоя. Иногда у меня бывает такое настроение, да, что я немножечко как-то, знаете, как-то немножечко, так скажем, чуть-чуть Ну, бывает. опускаюсь. Зоя, она мне пинка тынц. Как будто бы я ее наставник, но, по-моему, она мой наставник. Она молодец, она у нас огонь, прямо вперед из песни только. Вот. Ну, что еще вам рассказать? Спрашивай, не знаю, что еще рассказать. Ну, плохо, что эхо очень мешает. Ты меня плохо слышишь, да? Нет, я говорю, и меня вот... Да? Ну, вот я тебя хорошо слышу. Мгм. Я хорошо слышу тебя. Так, еще что? Ну, сегодняшняя вот ситуация в мире. Я говорю же всегда, что мы как бы попали в академию. Мгм. Тебя как? Ну, как ты Не поняла думаешь? еще раз. У нас есть будущее в академии? Что есть? Будущее. Я думаю, да. Я думаю, что да. Надо просто приложить усилия, вообще как бы развивать. Вот все-таки надо развивать интернет, да. И ты знаешь, вот
нам же Аюшена предложила же, вот, да, то, что это самое, вот эти вот подписки, то, что вот мы ведем. Я, конечно, я подсчет не веду, потому что, знаешь, я когда начала, восстановила свои сети, да, и начала, ну, там, напрашиваться в друзья сама, значит, да, потом как-то у меня тут что-то загвоздка такая получилась, я несколько дней не заходила, и в один прекрасный момент захожу, что в Одноклассники, что в Facebook, да, что в этот самый, в ВКонтакте. Контакты я вообще не понимала, вообще не понимала. Для меня это был темный лес. Если я в Фейсбуке еще хоть что-то немножечко соображала, и в Одноклассниках где-то что-то, то контакты это вообще вот как-то, да. И тут, понимаешь, ко мне как, давай все напрашиваться в друзья, да я в шоке. А самое смешное, что люди хотят общаться. Очень много с Академией Успех Вместе, очень много людей, которые приходят и пишут, и спрашивают, и делятся впечатлениями своими. Ты знаешь, я вот когда начинаю читать, я прямо волосы дыбом стоит от того, что ты посмотри, сколько, какой позитив классный идет, прямо вообще вот просто вот от общения, вот я говорю, тоже знакомство в соцсетях, это просто вот, ну, сказка. И я так думаю, что да, это наше будущее, это вот, кто же сказал-то, не помню, что, по-моему, Надежда Ивановна, вот буквально вот, наверное, сажал гармой, вот они, да, две зажигалочки вели тоже, прям мне так понравился этот эфир, и вообще прям молодцы такие, да. А, по-моему, она сказала, что да, и вот еще буквально, ну, не знаю, полгода-год, может быть, наверное, и будет взрыв там прямо, да, что действительно. Так что будущее есть, конечно, я надеюсь на это прямо, я верю в это. Так что вот. Валентина. Мне понравился прямой эфир с было вообще здорово. При всем благодарю. Спасибо. Мне прямой эфир Спасибо большое, что пригласила. Угу. Спасибо. Я так рада. Спасибо большое. Думаю, что все будет отлично. Все хорошо. Спасибо. Приглашай меня тоже в свой эфир. Хорошо, я приглашу. Приглашу обязательно. Я уже думала об этом. И тут раз ты мои мысли прочитал. Давай, до свидания. Да, счастливенько. Спасибо. Плохо, что плохо слышно. Сейчас нормально же, да? Так, прямой эфир с Шарипом, что вынесла из него? Вынесла много очень. Тоже хочу пригласить Шарипа, но как-то это боюсь, что ли. Комплексую немножко. Ну, наверное, получится когда-нибудь. Спасибо всем за комментарии. Может, есть вопросы, пожелания. Может, тут есть новички, да, что непонятно, все расскажем, покажем. Пишите в директ, в WhatsApp, все контакты есть. Новичкам показываю, какая я была. Вот такая я была. Угу. Это от бедного мышления. Мы учимся в Академии Успех Вместе. Нас учат там правильно мыслить, правильно жить. Ну, переоценка идет очень мощная. Не все понимают, сразу скажу. Не все принимают, но большинство понимает. Это здорово. И у тех, кто понимает, начинает меняться жизнь к лучшему. У меня вообще круто все меняется, жизнь к лучшему. И благодаря Академии Успех Вместе я наконец-то вылезла из долговой ямы. Слава Богу, что перед кризисом этим. Так что я повторяю еще вновь и вновь, что круто мы попали в Академию Успех Вместе. У нас каждый день идут онлайн-презентации, тренинги. Можете
посмотреть, там ссылка для входа есть в профиле. Так, такие Попова. Ага. Ну, по-моему, новички, да? Следите за лентой, за сторис. У меня каждый день прямые эфиры, не только по бизнесу, не только по здоровью, и про жизнь тоже. Завтра планирую сама вести одна на своем языке. Есть ну, запрос такой приходит, что типа Сахара Ареген, Сахалы, Сахалбакын, но я учусь, товарищи, я учусь говорить, вести на русском языке. Так, Дмитрий Парфенов, новичок. Ага. Хастын көрсөкпүт, хастын эме тогуз саңар часка. Көрсөкпүт, уонна боллагана. Так, я приглашаю еще звезд наших артистов, театра, знаменитостей. В планах у меня есть, хочу пригласить, ну, интересных людей, да, не только звезд, интересных людей. Планов очень много, так что следите за лентой, за сторис. Всем спасибо за внимание. Болтунтотин мақтал, хасын көрсөкпүт, кепситехпит, өссө халгы бестехпит. Здоровый болу қайын, ұйгула бұяңнақ лоқтын қайын.